Добрый день, с вами снова этномузыканты, Сал Урал, этногруппа. Меня зовут Раисын Замединов, Ильгам Байбулдин. Мы продолжаем уроки по горловому пению. В настоящее время огромную популярность в нашей республике находит еще один из видов горлового пения – низкое горловое пение. Низкое горловое пение появляется зажимом связок. Вот как мы уже говорили, если мы среднее горловое пение зажимаем связки и извлекаем звук. При низком горловом пении мы эти связки зажимаем уже не глубоко, а ближе к гортани. И заставляем вибрировать эти связки. Мы для извлечения низкого горлового пения зажимаем связки и с хрипом извлекаем звук. То есть мы заставляем вибрировать кончик гортани, так называемые ложные связки. При низком горловом пении также можно ввести мелодику, то есть идет бурдонный звук, и поверх него накладывается обертонное звучание мелодии. Башкирская народная мелодия «Бузгутлы». При игре мы будем использовать курай, думбру и низкое горловое пение. Yaktı iken buru yürür vakti iken Еще раз, для извлечения низкого горлового звука мы зажимаем связки в горле и пытаемся извлечь этот звук с хрипом. Мы заставляем вибрировать кончик гортани. Опять же, каждый должен найти свою тонику. У кого-то это может быть этот звук, у кого-то выше. У кого-то ниже. Неважно, в какой ноте вы найдете свой звук, но пытаемся еще раз, заставляем вибрировать кончик гортани и так называемые ложные связки заставляем вибрировать. И получается вот такой звук. Использовать низкогорловое пение можно по-разному. Допустим, можно ввести только одну ноту. Yaktı iken buru yürür vakti iken yaktı iken buru yürür vakti iken. А сейчас можно петь полностью мелодию, и на думбре играть мелодию, и можно петь эту же мелодию. То есть и думбра будет вести мелодику, и можно также петь эту же песню. Manda ile kubiken ayu buru iken manda ile kubiken ayu buru iken. Можно еще вести мелодику обертонами, то есть не пропевая слова песни,
можно к инструменту накладывать звучание, пение обертонами. Когда начинаются занятия по низкому горловому пению, ну, как правило, 90% людей вначале выкашляться, то есть вышкаблить то, что у вас там находится на кончике гортани, всю эту слизь, обязательно будете кашлять. Не бойтесь этого, обязательно будут болеть связки, будет болеть горло. Тоже ничего страшного, потому что вы как бы в первый раз в жизни ваш организм совершает такие движения, ничего страшного в этом нет. Нужна мера, не надо заниматься более получасов в день, а со временем это вот вы сами убедитесь, если получится, что, оказывается, это было очень просто. На этом мы завершаем занятие. До новых встреч. До свидания.